Индустрия кино как отдельный вид искусства 100 лет назад находилась в уверенных темпах своего развития и стала набирать обороты. В становлении советского кинематографа 20-30-х годов XX века оказали влияние и представители ингушского народа, такие как Шамиль Ахуушков и Бейерт Катиев. Известный в свое время организатор кинопроизводства, стоявший у истока советского кинопродюсирования Бейерт Катиев родился 23 февраля 1896 года. Бейерт Асламбекович Катиев был личностью незаурядной. Судя по печати того времени, он громко заявил о себе в годы существования Горской Советской Республики. В газетах «Горская кооперация» и «Горская правда» выходят его статьи, посвященные становлению и развитию кооперативного дела в Ингушетии. Согласно протоколу Учредительного собрания акционеров Акционерного общества «Восток-кино», датированному 26 марта 1928 года, он принимает участие в общем собрании и избирается членом правления. Немногим позже его избирают председателем правления «Восток-кино». Так он оказывается руководителем одной из крупнейших кинофабрик СССР и бессменно возглавляет ее до самого закрытия в 1934 году. С первых шагов киностудия под руководством Бейерда Катиева развернула активную деятельность по производству национальных картин. В задачи «Восток-кино» входила помощь республикам и областям в развитии киносети и проката, а также производство художественных картин и культурных фильмов на материале истории и современности малых народов России. Надо отметить, что к работе в «Восток-кино» Бейерт Катиев старался привлекать лучших советских мастеров экрана того времени, а сценаристами этой кинофабрики нередко выступали знаменитые писатели. После того, как в 1934 году «Восток-кино» перестало существовать, Бейерт Катиев, разумеется, продолжил свою работу в кинематографической сфере. Теперь уже в Государственном управлении кинофотопромышленности СССР. В середине 30-х годов на советскую киноиндустрию со всей своей сокрушительной жестокостью обрушился молох сталинских репрессий. Не обошли стороной жестокие и несправедливые сталинские репрессии Бейерда Катиева, который погиб в застенках НКВД, предположительно, в 1937 году. Шамиль Ахуушков, писатель, прозаик, кинопублицист, литературный критик, режиссер, кинокритик и сценарист. В 20-40-е годы прошлого века плодотворно работал в Харькове, тогда столице Украины, и в Москве, сумев обратить на себя внимание великих современников. Первые литературные опыты юного Ахуушкова высоко оценил Максим Горький, а кинематографическая судьба позже свела его с выдающимся мастером экрана Сергеем Эйзенштейном. Известный писатель Максим Горький был восхищен талантом Ахуушкова. В одном из своих писем Горький просил своего адресата не оставлять Шамиля без должного внимания. Известно, что мать Шамиля Ахуушкова была француженкой, а на свет он появился посреди океана, на корабле, находившемся близ мыса Доброй Надежды. Шамиль Ахуушков писал рассказы на разные темы, в частности, на национальную, был редактором и составителем многих киноизданий о Советском Союзе, сочинял киносценарии. Несмотря на то, что его сценарии не были реализованы в фильмы, безусловно, этот человек стал первым кинодраматургом среди ингушей. К примеру, написанная им комедия «У нас в горах» была создана к 1940 годам. И если бы не плачевные события 1944 года, возможно, национальное ингушское кино появилось бы намного раньше. Известно, что Шамиль Заурбекович состоял в крепкой дружбе с выдающимся писателем Михаилом Булгаковым. Из книги супруги писателя Елены Булгаковой «Воспоминания о Михаиле Булгакове» присутствуют следующие воспоминания о Шамиле Ахуушкове. В начале января 1928 года два молодых студента приехали из Харькова в Москву. У них был длинный список музеев и других мест в Москве, где они должны были побывать, и людей, которых собирались посетить.
Первым в списке стоял Михаил Афанасьевич Булгаков. Одним из этих молодых людей был я, другим мой друг, Шамиль Ахушков. Он спросил, кого мы любим из прозаиков. Я назвал Достоевского и Гоголя, Шамиль – Достоевского и Чехова. Михаил Афанасьевич стал расспрашивать, что мы читали из Достоевского, хорошо ли знаем Гоголя. Шамиль назвал еще Флабера и Мольера. Я объяснил, что того и другого Шамиль читал в подлиннике, что он сын горца и француженки и французский язык знает с детства. Это заинтересовало Михаила Афанасьевича. Он стал подробно расспрашивать Шамиля о Мольере и очень оживился, узнав, что тот прочел все его пьесы на французском. И даже взгляд его, поначалу суровый, вдруг потеплел, и в глазах появились светлые, добрые лучики. «Где же вы родились? В горах?» – спросил он. «Нет, в океане», — ответил Шамиль и объяснил, что его отец ингуш в 1904 году убил на площади в Тбилиси оскорбившего его генерала, принимавшего парад. За это был осужден, бежал из тюрьмы, эмигрировал. Затем стал корреспондентом парижской газеты, женился на парижанке, и у них на корабле в плавании и родился Шамиль. В первой своей анкете, отвечая на вопрос о месте рождения, Шамиль так и написал «в океане». Его просили уточнить, и он добавил, где-то около мыса Доброй Надежды. Булгаков слушал заинтересованно, очень внимательно и улыбался. Потом спросил у нас что-то о Сервантезе. Впоследствии, вновь и вновь вспоминая эту беседу, мы с Шамилем единодушно решили, что в самом Михаиле Афанасьевиче есть нечто напоминающее удивительного, любимого нами обоими Дон Кихота. Шамиль Ахушков умер в 1944 году. Безусловно, он был разносторонне одаренным, высокообразованным и интеллигентнейшим человеком.